Хочется поговорить о такой важной вещи, как консолидация бурятского народа. И это будет не такой стрим, где я буду просто вещать, да. Сегодня, я надеюсь, у нас состоится диалог. Так, что с камерой? Надеюсь, состоится диалог, то есть будут ваши предложения. Кстати, что это за плюсик появился? Ух ты, создать опрос тут есть. Сейчас, ребята. Это не то немножко. Так, у меня вообще стрим-то открытый, нет? Да, нормально все идет. Пока идут люди, просто не подсоединяются. Самбайнану идут, подключайтесь. Звук пушка, Хорошо. Так, пока у меня... постепенно люди подключаются. Сегодня я хотел заранее запланировать, пока... грубо говоря, целый день спал сегодня. Поэтому вообще даже, честно говоря, не готовился особо к стриму. И такой стрим будет вопрос-ответ, И вот хочу сегодня ваши послушать тоже аргументы насчет такой темы, как консолидация бурятского народа. Вообще, в принципе, сегодня разговаривал с человеком, который продвигает карту Монгола. Договорились о стриме. В воскресенье будет в 8 вечера по Улан-Батору, по Улан-Удэ. У меня 9 уже будет. Он очень так обстоятельно мне все рассказал. В стриме тоже поделится этой информацией. В общем, все там обсудим. Я вопросы задам. Вы тоже пишите вопросы, какие вас интересуют. И в целом-то, конечно, надо говорить о консолидации вообще монгольского народа на самом деле. Но надо начать, конечно, пока с бурятского. Зачем нужна карта Монгола? На стриме как раз мы и проговорим про это. Он расскажет свое видение. Оказывается, это один человек, который запарился и всю эту тему сделал. Я даже удивился. Молодец, что прописал закон, целый год этим занимался. То есть интересная личность. Поэтому подключайтесь. Вообще, эти выходные должны у меня достаточно активно пройти. Мы еще будем обсуждать завтра, скорее всего, видео выйдет, не стрим. Так что видео вечером смотрите насчет независимости. Я буду с одним Саха разговаривать, сторонник федерализации, получается. Я сторонник независимости. Будем обсуждать этот момент. Карта Монгола – это для восстановления работоспособной монголосферы. Почему нельзя жить по принципу, как Турция, Азербайджан, один народ, два государства, бурят, Монголы и Монголия? Вообще, оказывается, карта поляка существует и так далее. То есть, он все подробно расскажет. То есть, в Казахстане, видимо, есть карта казаха. То есть, они своих казахов пытаются вытащить с территории России достаточно быстро. Даже сам президент, оказывается, в этом деле поучаствовал. Так что все-таки в Казахстане ситуация в плане защиты своего народа
я считаю, очень хорошая. Такие дела. Ау. Так что есть карта еврея, израильский паспорт. Ну, да, вот мы как бы... Действительно, у монголов должна быть все-таки тоже карта монгола. Это не будет означать, что у тебя твое гражданство заберут. Потому что в Монголии запрещено двойное гражданство. Ну, там какое-то исключение будет. То есть там достаточно умно проработано. Ну, в общем, дождитесь стрима. Мы об этом всем будем разговаривать. В Калмыкии, оказывается, проводятся круглые столы в самой республике. Активно это обсуждается. И власти тоже не идут против этой инициативы. Ну, потому что это вызовет скандал. Ну, в общем, мы... В Казахстане называется Кандас. Да, да, кстати, вот. Все это обсудим, поговорим. Так вот, такие дела. Так, ну а сегодня у нас тема консолидации бурятского народа, потому что это важная тема на самом деле. Каким образом можно консолидировать бурятский народ, потому что проблемы, они видны, очевидны. Ну, первое, это то, что у нас нет нашей достойной элиты нормальной, которая в любом случае необходима, которая представляла бы народ. То есть это все коллаборанты, это все люди, которые ради денег готовы не то что свой народ, свою мать с отцом продать, хоть ребенка, хоть кого. То есть это вообще люди достаточно, да полностью какие-то лицемерные, лживые. Короче, ну, полные предатели. Обязательно нужна карта монгола, путешествовать, работать с картой будет легче. Ну, если бы еще была возможность заезжать в какие-то другие страны, то было бы лучше. Но в ту же Южную Корею, по-моему, никаких преимуществ не будет заезжать. Ну, в целом, конечно, лучше будет хотя бы хоть какая-то страна, куда можно вообще приехать, приткнуться, да. Ну, по большому счету, ну, Корея для большинства населения нашего бурятского это временное решение. Даже если вы по Дживан приедете, то не факт, что вы сможете защититься на суде. Ну и останетесь, может быть, этим нелегалом, но это тоже, сами понимаете, жить нелегалом долго, это как бы тяжело. Ну, понятно, какие-то там обходные пути люди ищут насчет больницы и так далее, но все равно. Потому что не учитываются интересы монголы, которые находятся в Китае или внутренней Монголии. Ну, там, видите, другая тема, там... Ну, это все обсудим на стриме, но я так понял, что китайцы тогда будут давить на Монголию, и, ну, пока не получается. Ну, это же всегда можно поменять закон, понимаете. Так, ну, вот, значит, давайте поговорим про консолидацию бурятского народа, как это делать. Пишите тоже ваши комментарии, как вы это все видите, потому что проблема, я думаю, глобальная в этом. Мы из-за того, что у нас нет наших представителей как бы народа, ну, видите, какая ситуация происходит, да? Ну, вот только один, наверное, Балдан Лама, можно сказать, выступил против войны и вообще от духовенства, да? А таких у нас каких-то знаменитых людей, певцов, там, артистов, ну, практически нет. Это почему? Потому что, ну, как сказать, ситуация, конечно, тяжелая. Ну, наверное, это все-таки говорит о людях этих в первую очередь, то, что люди сами по себе либо, ну, действительно, у них отсутствует какая-то вообще ответственность перед собой, перед народом. Это все-таки важно.
Во-вторых, у них, наверное, к сожалению, нет собственного мнения. То есть это те же самые, можно сказать, манкурты, только вот по воле судьбы, которых как бы вознеслись, да, ну, на некую высоту. Не так глобально, конечно, но тем не менее, по нашим меркам нормально, да. Поэтому, ну, а кто-то даже, наоборот, режим поддерживает. Это вообще, конечно, мрак полный. То есть, когда такие люди, представляющие, можно сказать, известные в своем народе, они, как сказать, топят за то, чтобы твою идентичность, хотя они должны бороться за нее, они твою идентичность на самом деле уничтожают. Это, конечно, очень все грустно и печально. Ну и здесь не надо отмазываться тем, что вот мы там какой-то хитрый ход делали и так далее. То есть на самом деле всегда можно в нынешнее время, пока границы не закрыты, уехать куда-то в Штаты и вести какую-то работу. Да надо на самом деле высказываться, конечно, за независимость, против войны и так далее. Потом будет поздно. Такие дела. Поэтому вот я как бы причины озвучиваю, те, которые мешают консолидации, да, потому что вообще главное, да, на самом деле, в чем? Главное, это, конечно, это оценка происходящего с исторической точки зрения и в настоящем моменте. То есть, когда мы как бы без головы живем, да, когда народ, грубо говоря, ничего не понимает, не может сам собственные какие-то выводы сделать, это ничего не осмысляется, и остается только что слушать, получается, пропаганду. Потому что другого источника информации, другой точки зрения, ее практически не существует. И нужно что сделать? Ну, нужно все это высказывать о том, что, какая настоящая история, как все было и как все есть, и в каком мы положении находимся. Вот это вот, когда нет вот этих вот слов, когда нет оценки, тогда нет и реакции. Видите, в чем проблема-то главная? То есть не проблема в том, чтобы начать действовать, на самом деле, в том, чтобы там ту же армию создать, да, кажется нереально, но на самом деле все реально. Но когда, понимаете, это очень, на самом деле, вот чекистами вот это вот продумано, да, то есть когда твою элиту уничтожают, твоего народа, ну ты вот как бы лишаешься головы, можно сказать. Вот как человек может без головы жить? То есть мы стали манкуртами из-за этого, когда у нас нет своей собственной элиты. Мы, конечно, отдельные люди есть, но для того, чтобы консолидировать целый народ, нужно все-таки предложить какую-то идею, нужно, чтобы эта идея захватила массы. А как это сделать в условиях, когда еще и у людей нет не то чтобы доверия, а люди привыкают к той ситуации, когда ты ни на что не влияешь, твои инициативы все дискредитируются властью, когда создается такая ситуация, когда ты ни на что, грубо говоря, не можешь влиять, да, тогда теряется вера вообще и в какие-то силы, и остается только вот, получается, плыть по течению, да, плыть по течению вместе с этим режимом и полностью подчиняться ему. И это доходит до такой трагической точки, когда люди даже уходят на войну. Хотя, конечно, за деньги. Хотя, конечно, на самом деле, если уж честно взять, деньги это не самое главное, не самое решающее. Это все слишком большое предубеждение.
насчет денег. Да и тем более, это же искусственно созданная нищета в наших республиках, в Бурятии в том числе. Конечно, мы могли бы жить совсем по-другому, потому что работящих бурятов много и прошаренных много. Но когда у тебя на уровне государства создана искусственная нищета, ты с этим поделать практически ничего не можешь. Я думаю, даже вообще невозможно ничего сделать. Даже если ты какой-то будешь успешный бизнес делать, то тебя рано или поздно рейдерский захват какой-нибудь проведут, да и все. То есть это все бесполезно. Ты обязательно должен встроиться будешь в этот режим, давать ему деньги. Даже смотрите, здесь, как в Южной Корее устроено, это очень интересно на самом деле. Здесь, оказывается, вот как мы привыкли, да, вот есть какие-то сети, допустим, там Мегафон какой-нибудь, и у них как бы там полная своя иерархия, да, вот есть хозяин один, и там просто точки. Я думал, здесь то же самое все. Вот есть, допустим, там СК, да, или LG сеть. А оказывается, что здесь как работает-то? Да, есть какая-то генеральная компания LG, допустим, да, но какой-нибудь человек открывает типа ИП или ООО, свою точку, короче, приписывает LG еще что-нибудь там, и как бы самостоятельно получается, как в Китае же есть тоже такая же система, самостоятельно как-то работает, и у него даже какой-то типа как своя как будто бы какая-то контора, LG там, не знаю, LG Plus, допустим, да, там названий куча разных. Как-то это, знаете, я что хочу сказать, здесь очень много чего в частных руках сконцентрировано. Даже, допустим, фото-видеотехника, про салоны связи я вообще молчу. То есть здесь бизнес совсем по-другому как-то устроен. Это не то, что все вот тебя как-то зажали со всех сторон, контролируют, прессуют. Короче, по-своему. Здесь, я считаю, дают бизнесу развиваться. То есть нет такого государственного контроля, участия. Такие дела. То есть в Китае, я как слышал, там тоже любой, получается, человек, который открывает свое ИП, прообраз ИП, да, что-то такое, он может непосредственно с фабрикой заключить договор и реализацию делать своей продукции. То есть многие же из нас ездили, наверное, в Маньчжурию, да, там затаривались этими вещами, продавали их. То есть в Азии вообще в целом, наверное, в Японии такая же система как-то очень лояльно относится. И в Америке, я думаю, тем более, потому что это страна же, которая бизнес. Вот я сколько смотрел, люди даже некоторые, которые не имеют даже ни гражданства, ничего, они и то там могут бизнес открыть. Даже ты из-за рубежа можешь, по идее, бизнес открыть. То есть все создается для того, чтобы люди как бы богатели, работали и использовали свои мозги в первую очередь. Кто как. То есть у нас же наоборот, да, все это какое-то презрение, да, там типа в этом СССР, типа там барыга или еще что-то. Но если это приносит пользу экономике, то наоборот надо радоваться, что человек использует свои мозги для того, чтобы зарабатывать деньги, что понятное дело, как бы на заводе где-то, да, там, или на какой-то там чернорабочем, разнорабочем, это может любой работать на самом деле, да. Но мы все разные, у кого-то разные способности, кто-то может в IT-сфере работать, да, зарабатывать деньги, другие совершенно по-другому. Кто-то кроме завода, как бы, нет возможности больше. Что сделаешь? Каждому свое, как говорится. А в России, получается, в Рашке в этой искусственно создано так, что каким бы ты там гением не был, но
тебе все равно укажут на твое место возле параши, и все. И ну, это никогда не менялось на самом деле, просто потому что такая власть. И ну, в отличие от тех же США, смотрите, они же когда основали эту Америку, у них не было там полиции, шерифов, они вынуждены были все иметь оружие и защищать сами себя, свое хозяйство. И правительство, в общем-то, ничего не смогло сделать с этим потом. То есть не забрать оружие, ничего, то есть оно до сих пор у них легально. И, конечно, попробуй с таким населением, у которого оружие есть, да, что-то такое внедрять им, внушать. С тех пор, это же все просто на самом деле. Ну как ты народ, который вооруженный, будешь как-то ломать, да, там, через колено. Такого не будет в США. А в России это совсем другая история. Это когда колонизация собственного народа, когда ну, просто все силы через силу всех ломали, потом колонизация других народов, перепись их истории. Ну и когда заставляли, как бы, получается, любить эту страну через силу, да, ну, по сути, так и есть же. Понятно, что никакого там права на оружие, на собрание, как сейчас мы видим, митинги, нет, быть не может. Так, какую новость я недавно читал? Так, комментарии у меня вообще пишутся, нет? Что-то немножко YouTube обновился, как будто бы, что ли. Русским надо покаяться. Ну, к сожалению, это, видите, никак не дойдет до русского народа. Надеюсь, когда-нибудь все-таки дозреет до этого. Ну, как, когда поражение потерпит очень сильное, тогда и это все произойдет. Так, о чем я там говорил-то? Немножко забыл даже. Тут у меня комментарии-то, оказывается, все идут, а я их не вижу. Так. Ну, я рассказывал, получается, историю отличия американцев и русского народа. Ну, это на самом деле, конечно, колонизированный народ, который веками, столетиями власть уничтожала всех умных, хороших людей. Ну и, конечно, понимаете, когда тебе столетиями навязывают вот одни и те же вещи про какую-то богоизбранность, про, я не знаю, про какой-то особый путь, ну, начинается вот это тоже помешательство целой нации. Но, надеюсь, сейчас время пришло, когда, как бы, ну, понимаете, она уже дошла до той точки, когда ну, какие-то перемены должны произойти. То есть вот эти два раза, когда империя разваливалась, это было исторически обусловлено, и, но, к сожалению, выводов не сделано было. Особенно после Первой мировой войны, что сделали-то, реакция какая была. Еще больше крови начали проливать. Да и вообще посмотрите, вот каким способом всегда Рашка решает свои проблемы. Она всегда начинает войну. То есть, ну какой смысл был воевать с Чечней? Понятно, что они хотели независимость, но почему вообще начали войну? Потому что боялись, что не только Чечня отойдет, вообще все отойдут.
все наши республики коренные, все отойдут, все получат независимость. Если бы это произошло, конечно, сейчас у нас совсем другая была бы история, мы бы, ну, я считаю, им конкретно Бурятия, мы бы вообще шикарно жили, но у нас не было бы, наверное, знаете, какого опыта именно. Мы бы не видели своими глазами, как русский народ убивает украинцев, и вот этого не было бы у нас опыта. А сейчас мы это видим. То есть, как сказать, вот это вот я о чем вчера говорил, а десакрализация-то она произошла на самом деле. То есть мы же верили, вот такой могучий русский народ победил немцев и так далее. Но оказалось все на самом деле история совершенно другая. То, что это были союзники немцев изначально. И что, конечно же, не один русский, вообще все воевали в той войне. И без помощи союзников, конечно, ничего бы не получилось на самом-то деле. Без помощи американцев и так далее. Ну, всех союзников. И второй фронт был очень важен. И что присвоили победу только себе, это на самом деле, конечно, неправильно. И обделили всех остальных. Но, видите, вот эта вот глупость, дурость, крепостное право все равно даром не прошло. Не прошла вот эта вот отрицательная селекция, когда всех своих хороших, умных людей они веками они уничтожали, отправляли всякие ссылки, просто убивали, различным образом их дискриминировали. Ну, что такая вот недоразвитая, разваливающаяся империя, что может миру показать? Да ничего, в общем-то. Сейчас мы находимся в том рубеже, когда распад этой империи дальше продолжается. И чем дальше они вот эту вот свою дурость, глупость показывают, тем больше это, конечно, ведет к распаду. Но я думаю, и вчера уже высказывал мнение, что они попытаются опять кровью как-то все залить, устроить гражданскую войну. Ну и в результате этой гражданской войны, наверное, вообще полностью уже все развалится, все рухнет, и никаких возможностей потом уже восстановиться уже совершенно не будет. Потому что я не вижу на то, чтобы эти люди были способны к диалогу. Либо, как может произойти? Все равно какая-то группа нужна, которая сместила бы этот режим. И просто что будет? Ну, как во время СССР, они просто срежешь эту голову, и все, они просто замрут в каком-то, как сказать, в тупике, да, в таком, встанут, как это, замороженные, короче, не будут знать, что делать. Но главное в этот момент не давать опомниться и быстренько обретать независимость, короче, и усиливаться самим. Ну вот, ну как с волками жить, по волчьи выть, в общем-то так, как по-другому. Завтра я планирую провести стрим, кстати, с Игорем. Привет, Баир, хорошего вечера, настроения, Байрла. Лично я не жду их покаяния, главное независимость. Не, ну это важно на самом деле. Важно в плане будущего. Все равно, как сказать, они никуда не денутся. Важно в плане будущего какого-то сотрудничества, взаимодействия. Это все равно будут как бы соседи, получается. Континент все равно один, никуда не денешься там. Ну и, как сказать, у нас часть железнодорожного пути будет, автотрасс, ну, даже самолеты и так далее. Небо имеется в виду. Поэтому, ну, как какие-то сообщения друг с другом же все равно будут. Торговли и так далее. То есть мы на своем отрезке будем просто брать деньги за пересечение границы, ну, проводить там надзор. То есть
какие-то, как сказать, сотрудничество должно быть на таком уровне. Смотрит на Запад. Кто вы без русских? Мы буряты, кто мы без русских. Так, ну и сейчас важно. Я, кстати, вот опять обращаюсь к этому Сергею Медведеву, его программе. Обязательно посмотрите ее про того чеченского активиста. На самом деле очень здравый парень. Ну как парень-то, ему за 50, наверное, уже, да? Мужчина. Молодец. И меня радует, что у чеченцев за рубежом, которые на их встречах обсуждаются эти темы независимости. Видимо, все-таки у них более активно работа идет, потому что, ну, как сказать, не знаю, на каком этапе сейчас это все обсуждается у бурят. Ну, потому что у нас, видите, вот проблема идеологическая чисто. Я не знаю, в какой момент это у нас произошло. И в этом плане нам нужно что-то усилить. Ну, скорее всего, тенгрианство надо усилить, я так думаю, что ли. Ну, потому что все равно у нас основа вся на тенгрианстве, если честно. То есть у нас, видите, христианство, да, у русских легло на язычество, да, то есть у них там масленица или еще что-то. Все равно это все языческие праздники, там в чистом православии такого нет. Также и у нас буддизм лег на тенгрианство, и в чистом буддизме, конечно, там урухы нету такого, да, там еще что-то, ну чисто наши такие тенгрианские праздники. То есть какой-то надо все-таки свод, какую-то базу надо нам сделать, чтобы у нас какой-то, короче, стержень хороший был. У нас пока с вот этим проблема, с идеологией. Мало того, это должна идеология объединять вообще всех монгол, если уж так взять. Ну, для этого нужно просто пласт какой-то, я не знаю, молодежи находить, умный, деятельный, где-то общаться. Я, конечно, хочу создать, и в будущем это все-таки сделаю, чат создам. Но опять-таки, видите, туда всякие эти засланцы зайдут, вот уже вот плохо. Либо тут два варианта, да. С одной стороны, мне кажется, их не избежать, всяких этих агентов, да, которые будут все там слушать. Может быть, пытаться, заранее всем сказать, что надо соблюдать полностью, чтобы вас не могли пропалить, кто вы, откуда вы, то есть инкогнито как-то быть. Либо просто все это, как вот телеги эти группы создают, там, как сказать, слишком уж совсем получается, какое-то палево мощное, да. Понятно, что это телега дырявая вся. То есть такая вот инициативная группа, конечно, нужна для обсуждения. Ну и понятно, что и в целом саму бурятскую культуру в любом случае нужно поддерживать, нужно развивать ее, чтобы это было на таком хорошем, достойном уровне, историю изучать. Однозначно тяга сейчас у людей, у народа есть к этому.
люди задумываются о своей идентичности, популярны стали блогеры. Этого не могло произойти на самом деле в нулевых годах, я сейчас это понимаю, потому что на тот момент, ну, как я сам себя помню, да, таким молодым юношей, мне это было неинтересно, мне была... Ну и русская, конечно, она культура никогда не была интересна, потому что это всегда казалось как-то, как сказать, ну, слишком колхозно как-то. То есть ни в какое, конечно, сравнение с западной там кинематографом, этой популярной музыкой, культуры никогда не шло ни по уровню качества, ни по... Это же всегда было просто этот повтор. То есть то, что делали на Западе, русские просто переделывали на свой лад. И всегда чувствовалась вот эта вторичность. То есть, ну, что-то своего оригинального практически не было. Популярного, по крайней мере. То есть всегда же, даже жанры целые брали, да? Ой. И как-то адаптировали на свой лад. Причем в Советском Союзе это как-то выглядело еще и смешно. То есть этот One Way Ticket, да, песню переделали. Это же как там белый-белый, как там белый-белый иней, что-то там лег на провода. Ну и многие другие заимствования. Понятно, она всегда низкого качества была. Это и музыка, и кинематограф, и все глубоко вторично всегда было. То есть, конечно, на уровне подсознания ты всегда чувствуешь, что ну, нету в этом никакой ни глубины, ничего. Оно и не могло быть, потому что граждане-то не свободные. Несвободный человек не может ничего творить, что-то придумать. Он всегда будет с оглядкой на то, что там начальство скажет, какие законы. Тем более сейчас вот закон вышел, да, что цензура в кино еще сильнее увеличивается, что в прокат будут выходить только фильмы, которые соответствуют как вот там, типа моральным ценностям русского народа. То есть вот сейчас вот новость я где-то видел, на Медузе, короче, вышла. То есть привет, тоталитарный совок, в общем, цензура. И как в этих условиях будут только фильмы про войну снимать, про героический русский народ. И в качестве примера они фильм какого-то там захейтили, Сарика Андреасяна, что ли, про скопинского маньяка. Ну, лично мне, как сказать, может быть и не нравятся тоже фильмы про маньяков, но, как вам сказать, ну, многие фильмы, тот М-убийца, допустим, да, он же тоже про маньяка 1931 года, что ли, немецкий. Вообще вот этот немецкий экспрессионизм, он же очень сильно повлиял потом на стиль нуар, на триллеры, на все вот такое вот. То есть, а если бы в Германии на тот момент запретили бы, да, такие фильмы, и все, и получается в истории бы мы бы не знали бы никаких триллеров, нуаров. Ну, то есть вообще немцы очень сильно повлияли, по большому счету, на кинематограф. Таким, каким мы его сейчас знаем. Ну и в начале века совки тоже, по большому счету. Это Кулешов там, этот Эйзенштейн, вот эти ребята. Ну, а потом мы что-то особо не слышали. Ну, хотя там были тоже, конечно, примеры. Это, кстати, удивительно, как Тарковский мог в таком тоталитарном режиме жить, и такие деньги ему выдавались. На какой же фильм ему 1 200 000-то выдали? Представляете, это 60-е годы, 1 200 000 выдали ему на фильм. Ну, просто, видите, совки-то, в отличие от этой рашки, все-таки маленько... Ну, цель была все-таки показать, что совок – это же нечто прогрессивное, нечто мощное. И потому что у Тарковского был успех на этих фестивалях, да, в Каннах. Ну и вообще в мире. Они пытались вот какой-то имидж совка продвигать.
То есть это все-таки была другая психология, другая философия. Хотя, конечно, это начинка-то это говно было. Но в Рашке даже и этого нет. То есть им сейчас, как сказать, наплевать вообще на их имидж, тем более на культуру, на искусство. Не пытаются даже сейчас как-то какие-то шедевры помогать художникам, да. Всех выгнали, все уехали. Русские прекрасно живут одни, только вы не можете без нас и лезете к нам. Мы-то рады от вас оградиться, но вы же сдохнете, вот мы тащим к себе. Ну, в общем-то, мы, как вам сказать, сами рады будем, если... Ой. Так, у меня вообще комментарии идут или нет? Опять как будто все застряло. Сейчас посмотрим. Метрополия всегда живет за счет колоний туземцев. Ну да. Чтобы вы понимали, мы вас называем малые народы, и малыми вы так и будете, потому что способны кормиться с нашей руки и нас же оскорблять. Ну, самое смешное, что ресурсы-то берутся с наших территорий, с оккупированных. Поэтому кто у кого кормиться будет, это еще вопрос. Ну, кстати, вчера вот Саврамат интересные вещи говорил про то вообще, почему, как сказать, когда власть больше не нуждается в народе, это тогда, когда она начинает продавать ресурсы. Ну, какой-то другой источник есть денег. Но сейчас с ресурсами-то понятно, что тяжко все. То есть сейчас в Европу и так далее нету продажи углеводородов, да. Ни нефти, ни газа. Сейчас только в Китае и в Индии. Но в Индии не платит деньгами. Она... Это типа как будто бы... Ну, они могут рупиями заплатить. Ты там... Как бы, что делать только с рупиями? Чай купить на них. А Китай по дешману берет просто и все как бы. И то там тоже проблема с этим, с деньгами. Как их... Тоже они боятся под вторичные санкции, короче, попасть. Проблемы большие вообще именно с оплатой. Ну и поэтому сейчас вот эти вот предпринимаются меры по повышению коммуналки, по налогам. То есть все это, вот сейчас за народ конкретно возьмутся. Если до этого как бы народ нахер не нужен был, то есть можно было его игнорировать, то сейчас начнут конкретно народ доить уже. Так что, дорогие россияне, вам сейчас будет не сладко там. Ну а когда распад произойдет, то что? Ну как... Русские, я думаю, надо будет возвращаться к натуральному хозяйству. Ну, не в плане, конечно, там с мотыгой ходить, да, там вот это все. Просто начать нормально, наконец-то зарабатывать уже, не сидеть на шее колонизированных народов, что-то там, поля возделывать, работать, наконец, руками, а не просто сидеть на дотациях, которые от нас идут. Потому что как устроена экономика? Наши ресурсы выкачиваются, продаются и все. И как бы на эти деньги, во-первых, элита живет, и потом какие-то куски вот это и бросаются народу. Ну а нам, у кого все это забирается, наоборот, самые маленькие копейки дают. То есть, чтобы знали свое колонизированное положение. В общем, так. Но эта ситуация не навсегда. Все это изменится. И тогда, когда, я думаю, русский народ начнет работать нормально, тогда, наверное, и как бы отношение поменяется. У вас
есть, чтобы воздать. У нас все есть. Кто хотел дружить с русскими, это сибирские народы, и все сейчас знают, сколько их осталось, в каком они положении. Бурятия, бурятская власть. Ну, прежде чем все это делать, я говорю, надо консолидировать, чтобы консолидировался наш бурятский народ и все коренные народы. Но этому активно противостоят различные агенты, влияния, которые повестку сбивают, о чем угодно говорят, только не про независимость. Ну и, может быть, они, конечно, какую-то определенную пользу все равно приносят тем, что, в принципе, завлекают людей. Но, понимаете, сейчас что должно произойти-то? Как бы вот эта вот элита, да, про которую мы все время говорим, правительство в изгнании, оно должно все равно где-то за рубежом какой-то некий клуб, короче, собраться должен людей, как я это вижу. Видимо, это не дело такого быстрое, да? Ну, конечно, это интеллектуальные люди должны быть, патриоты, которые не будут бояться. То у нас все боятся так или засветиться, или еще что-то. То есть это надо заканчивать с этим страхом. Ну, я понимаю, конечно, то есть кто как поведет себя, да, перед смертью, это все боятся смерти. Но все равно надо же как-то что-то делать, идти вперед. Смелость-то она разная, как бы бывает. Если вот кто там в бой идет, а кто-то вот занимается такой работой, то есть это разные вещи все равно. Понимаете, если вот русский мир, он, понимаете, по-другому не может он. Ну, это же не мы все это делаем. Кто войны развязывает? Буряты, что ли, развязывают войны? Кто в Украину вторгся? Кто поддержит эту войну, в конце концов? Это русский народ. Русский мир вообще в целом, как какая-то политическая идея. Поэтому они просто не могут, к сожалению. Им надо как-то, я не знаю, отрезветь наконец-то уже от этого. Выйти из этого состояния, что вот все там виноваты им, все такое, как сказать. Ну вот, как-то измениться им. Потому что без этого тоже невозможно. Как с этим вот, действительно с этим Мордором, как рядом жить-то? Не закроешь, не законопатишься. Желательно, чтобы там нормальные люди к власти пришли в этих русских республиках. Ну и которые не хотели бы никакого объединения между собой, а каждый по-своему развивался. Это было бы идеально, конечно. Ну а нам сейчас надо думать о консолидации бурятского народа, о изучении истории, культуры и видении будущего бурятского народа в независимости. Ну и вообще консолидации всего монгольского мира на самом-то деле. Хотя это тоже сложная история, потому что как с этими бурятами, с этого монголами, с внутренней Монголией, это как быть. Вам подавай независимость в наших же городах. Говорит, какие ваши города-то? Это все наши города. Так что, ну, кто не готов будет принять независимость, то, конечно, будет существовать программа репатриации. То есть мы никого силой держать не будем. В церквях же вот это все, книжки-то эти сохранились. Можно узнать, кто откуда прибыл. И все. То есть это не так давно заселение-то русскими наших земель было. Все это как бы известно же, кто откуда прибыл. Большинство вообще в советский период приехали. Даже 100 лет не живут. Так что не проблема вернуться к себе домой.
куда-нибудь там в среднюю полосу. Там и родственники по-любому есть, и все. И так что переживать не надо, что жить негде будет. Может, даже какие-то отступные будем платить. Ну, чтоб человек там приехал, типа как это, подъемные, типа такого. Так что не надо переживать. Казахстан население увеличилось на 300% за 30 лет. Ну вот. Подавляющее большинство русских очень завистливы, неблагодарны. Им лучше, когда у соседа хуже, а не у него лучше. Может, немецкие цари специально так их зомбировали, чтобы они были мясом для империи. Ну, я не знаю, у меня точно нету про всех русских так говорить. Но отрицательная селекция это налицо. Ну, просто потому, что сколько лет, представляете, еще даже при Пушкине все это было. Когда всю свою интеллигенцию, всех людей, которые хотели каких-то перемен, отмены крепостного права, их всех просто убивали, расстреливали, отправляли в ссылку. Вы представляете, сколько это происходит уже? То есть на тот момент передовые вот эти люди, эти всякие декабристы хотели перемен, видели, что это невозможно так, как и сейчас, да? Ну, что с ними делали, режим? И что он всегда делал потом, когда проблемы становились, ну, уже неразрешимыми? Начинал войну, потому что это вот испытанный метод у них. Любую проблему решать кровью. Просто начинать войну какую-нибудь, да и все. Я вчера не зря цитировал фильм «Перед рассветом», потому что там как раз наглядно видно, что, получается, старую гвардию они, тех же НКВДшников, сами же и заколбасили, сами их репрессировали. Так что и этот процесс, в принципе, и сейчас запущен уже. То есть они своих же скоро сотрудников тоже будут. Ну, я так считаю. Ну, как исторический опыт у них. Почитают, что было, то же самое будут делать. Кто начал-то? Ну, начали русские в этой войне. Что, хотите сказать, что Украина вторглась, что ли? Между прочим, в этом фильме, этот фильм надо вам посмотреть всем, «Перед рассветом» называется. Там тоже, вот я говорю, говорилось, когда уже разгар Второй мировой шел, что, мол, эти два репрессированных старых НКВДшника, чекиста говорят между собой, а как же, ну, один другого спрашивает, а как же малой кровью на чужой территории? То есть оккупация, это имелось в виду оккупация Польши, Финляндии и многого другого. Но видите, в итоге, чем дружба с Гитлером кончилась для Советского Союза. То, что Гитлер воткнул нож в спину и напал на своих вчерашних союзников. Хотя они вместе же, немцы и учились там в Советском Союзе, и сотрудничали, и парад совместный был. Ну и вместе Польшу оккупировали. Но я думаю, они друг друга стоили бы. Если бы не Германия первой напала, то, возможно, бы совок вторгся на территорию Германии в будущем. То есть здесь, как там, битва жабы с гадюкой, типа такого. В конце 80-х мы с мужем как раз были в Бурятии, его по работе пригласили ваш народ, вспоминая с удовольствием. Ну вот, тем более, кто в конце 80-х приехал, вообще никакой проблемы уехать. Не так много прошло времени. Так что, как говорится, там, чемодан, вокзал, Россия. Серый Мюллер, надо писать Домбили Бомбас. Все это знают, даже Гиркин и Пригожин признали, что там все делали РФ. Ну да. Так что изучайте историю реальную, как все было, как на самом деле происходила оккупация и
Самое, видите, в процентном отношении это все равно, что сейчас, да, в Украине, там, что в Афганистане, что во всех войнах, просто русских больше. Ну, для самих русских-то что? Когда кровь проливается, это хорошо, что ли? Вот сами подумайте. Войны это все начинает? Россия же начинает войны, русские начинают войны. Все знали они, эти чекисты. У них же обсуждалось все вот малой кровью, оккупируем, мировая революция, все такое. А под этой мировой революцией-то они просто оккупацию планировали. Что они там хотели? Хорошей жизни для поляков, что ли? Или для финнов? Нет, конечно. Это просто империя, которая хотела за счет чужих ресурсов жить. Ну, вот тот же чеченский активист рассказывает, что почему так много потратили ресурсов, силы на войну с Кавказом, чтобы оккупировать его. Потому что думали, что там много ресурсов. И ошиблись они в итоге. Потом пришлось, наоборот, содержать Кавказ. Ну и на Кавказе, я же говорю, вот, то есть он рассказывает, своя письменность была, то есть это не были какие-то необразованные люди, про которых, это же везде такая пропаганда идет, русская пропаганда, что вот какие-то необразованные там буряты или чеченцы или еще кто-то якобы принесли какое-то там просвещение, хотя ничего подобного не было, у всех своя письменность была. Это такой нарратив. И расчеловечивание еще. То есть, когда человека за человека не считают, а, как сказать-то, типа как какой-то несмышленый там и так далее. То есть легче его, получается, убивать. Что содержит Кавказ, Чечня? Нет, я имею в виду период первой оккупации. Да и даже вот когда Чечня независимость получала, там это больше было выдумано на самом деле про эту нефть. Просто-напросто главная эта идея была в том, чтобы удержать Чечню. Не для того, чтобы какие-то ресурсы, не в первую очередь. В первую очередь сам этот имперский нарратив, что все же захотят. Татарстан тоже бы сразу выпрыгнул, я так считаю. Но Татарстан выпрыгивает, Башкортостан, и все, считай, страны нет. Все бы там разбежались. Но, как многие признают, как бы умные люди, деятели, это закономерный исторический процесс был, который был нарушен. И если бы на тот момент Чечня получила независимость, и все республики, которые хотели бы независимость, то вот оставшаяся вот эта вот Россия, смирившись с этим, она могла бы нормально развиваться. Конечно, уже не было бы этих нефтедолларов, нефти. По большому счету, они для народа-то они что принесли? Что в 90-е хорошо жил, что ли, народ, что в 10-е или там еще какие-то. Обычный народ, 80% русского, даже 90%, наверное, населения, это все нищие же. Денег нет. Плохо живут. Продукция вся китайская. Сейчас вообще, по-моему, все китайское. То есть сами ничего не производят, ничего не делают. Живут только за счет нефтяной ренты. То есть за эти 30 лет, может, начали бы работать, что-то производить, что-то делать. Но, как видите, ни хрена не получается. Бурятия будет свободна. Конечно, будет. Не стыдно, землячок, за тебя в Бурятии, прожил много лет. Сергей Миллер. Это, скорее всего, немец вообще. Что стыдного-то немцу перед бурятом? Или это какой-то Март Курт, который забыл свою историю, идентичность?
А сам, наверное, в Германии еще сидит. Этот Миллер. Столько друзей буретов, я даже не знал, что там такие есть. Конечно, есть, мы все такие, мы все хотим независимость. Ну, к нашим русским, конечно, отношение будет другое. Но опять-таки надо будет все равно у каждого удостовериться, как он за независимую Бурятию или нет. Если нет, то вот есть такая программа хорошей репатриации, там в этом Молдавии, да, допустим. Так что, ну, кому не нравится, как говорится, это же вот сами русские же придумали. Самолет, как там, чемодан, самолет России, да. Чемодан, вокзал России, как говорится. Теперь ты знаешь, что мы есть, страдай. Миллер, не ври, буреты все такие. Миллер вообще, наверное, сам в Германии сидит, кайфует там. Еще что-то пишет. Мне нравятся люди, которые живут в других странах, но рассказывают нам, русским, про нашу историю, указывают, как нам жить. Ну, я вообще веду стрим в основном для бурятов. И что дальше-то? Разбежался СССР, где теперь все в Москве? Ну, с чего ли в Москве-то? Все у себя дома живут в основном. Сейчас даже те люди, которые приезжали на заработки в Россию, в Рашку, сейчас они в основном в другие страны переезжают. В Великобританию, допустим, там-то все-таки заработки побольше будут, чем в Рашке. Так что скоро сбудется мечта русского народа. Все нерусские уедут из России. Как бы сами с собой останетесь. Ну и мы свои земли, конечно, тоже заберем назад. Освободимся от оккупации. Сэмбэна будет, сэмбэна. В Москве скоро будет плохо жить. Ну, Москва, мне кажется, при распаде, наверное, существенно уменьшится. То есть сейчас-то они, понятно, живут за счет вот этой нефтяной ренты, за счет того, что все налоги туда стекаются, и налоги тех организаций, ну, даже тот же наш Саганурский, да, уголь, это начальство-то там сидит. То есть они налоги там платят, в Москве. Почему Москва такая богатая-то? Они же сами ни хрена не производят там. Ну, потому что вот такие вот сырьевые организации зарегистрированы в Москве, там платят налоги. Все там организации крупные платят налоги, поэтому у москвичей и пенсии выше, и зарплаты, и все. А так, лишившись всего этого, ну и все, как бы, а что? За счет чего будет Москва жить? Ну, да, транспортный узел, может быть, что-то такое там в Европе. Но оно куда скромнее станет, уменьшится в размерах и, ну, совсем, ну, потихоньку будет так деградировать, стагнировать, статус свой потеряет. Там уже будут, наверное, развиваться другие русские республики. Каким образом? Ну, это они сами, короче, решат. То есть мне в это вникать даже неохота, если честно. Главное, чтобы там нормальные демократические власти были и сам народ адекватный, нормальный. То есть, если это адекватные русские люди будут, то почему бы и, как сказать, какие-то торговые отношения не выстраивать и так далее. На равных правах. Рассуждения твои стыдны. Что стыдно? Каждый народ имеет право на самоопределение. Да? Право на самоопределение, то право, чем заявляла Россия в Крыму.
Санкции почему не сработали-то? Работают они. Сейчас вот 25-й год покажет, как санкции не работают. Они сейчас уже вовсю работают на самом деле. Ну, нефть уже не продается, да? Только продается в Китай и в Индию. Ну и получается, что меня очень удивило, что Япония оказала большую поддержку Украине. И экономическую, и вообще. Вот на самом деле, я думаю, Япония, видимо, дальновидные люди, видят, что к чему все это ведет. Ну и такую большую роль, на самом деле, играет. Ну, я думаю, их исторические земли тоже должны вернуться, наверное, в состав Японии. Отгородиться от зла — это норм. За деньги Сорос. Сорос. Обычно под фамилией Миллер скрывается какой-нибудь швондер. Сама Россия сепаратист Монголии. Ну да, так-то по идее. Надо бы вернуть в состав Золотой Орды эту Рашку, а то руки отбились совсем. Надо их всех. Получается тоже, как бы, действительно, сепаратисты русские, раз из состава Монгольской империи вышли. Надо назад вернуть. Ну, это потом как-нибудь. Крым, Донбасс отделились от Украины, значит, Бурятии тоже можно отделиться от России. Ну, они не то чтобы отделились, их же оккупировали, по большому счету аннексировали. Но у нас, да, у нас это наши исторические земли, и мы... Это исторически доказано, что никакого добровольного вхождения не было, это тоже была аннексия. Ну, по большому счету, это как бы вообще, как бы мы же в Монголии были, государство. Нас аннексировали тоже. То есть мы, когда Крым Украина заберет, тогда и мы точно будем... Ну, мы и сейчас имеем право, конечно, на выход, но это уже будет еще более, как бы, весомый довод. Бурятия без России. Зарплаты норм в России, говорит. Ну, просто не знаете, какие зарплаты в других странах. А если узнаете, то сразу проклянете полностью эту Рашку и все. И обосретесь просто. Потому что столько лет работали задарма. Кто живет в России, это рабы, а кто работает в России с двойным гражданством и государство РФ, это их бизнес. При этом бурятскую власть... Я не приперлась в Сибирь, родилась здесь, здесь родилась и жили мои прадеды, русские по национальности. Мне, ну это же, как сказать, я говорю, в церквях же есть, что хорошо, церкви, они записывали все это. Надо поднять архивы и просто... Никакие прадеды ваши, конечно, там не жили в Сибири. Это все приезжие люди, бывшие крепостные с какой-нибудь там, не знаю, Новгородской губернии какой-нибудь. То есть вы легко можете всю свою
родословную узнать и как бы вернуться на свою историческую землю на самом-то деле. Так, а то, что писать там, вот я там, мои прадеды, никакие прадеды, конечно, не жили нигде, ни в Бурятии, ни в Сибири. Что за бред вообще? Так что это очень хорошо, что вот эти вот церкви все это делали. Так что хлебните, бояры. Таким, как Татьяна, нужно напоминать. Ну, конечно, это на самом деле необходимо делать даже. Потому что, ну, чтобы люди знали про свои исторические тоже корни, откуда они прибыли. А то некоторые действительно думают, что Бурятия, типа, вот она там, типа, вот русские там ее создали или еще что-то. Ну, то есть вообще полностью вообще никакого понятия не имеет о своей истории. То есть вот я даже в целях вот действительно интереса русским людям рекомендую почитать действительно, сходить в эти церкви, найти свои как бы корни, откуда вы прибыли. То есть, ну, многие люди вот действительно одурачены даже, не понимают, что они никакого отношения к Бурятии не имеют и не имели. Вот такие дела. Татьяна Анатольевна, ты теперь поняла, что ты гость Сибири? В 1861 году, когда освободили от крепостного права, был спецуказ, что они могут захватывать чужие территории. И там освободились что? От налогов, вот откуда пришли крепостные, как они уничтожали местных. И они гость Сибири пишет. Ну, вы просто игры свою, даже родословную не знаете. Вам надо сходить в эту церковь, найти все документы, откуда вы прибыли, и все, и узнаете. Хоть свою родословную будете знать. А то, как Иван, не помнящий родства, вот сидите и думаете, что вы там в Бурятии всю жизнь жили. Хотя, конечно, этого не могло быть. Сами подумайте, как это исторические земли монгольские, как вы там могли оказаться русские. Это, ну, это же это в голове не укладывается. Как это могло быть? Это как где-нибудь в Рязани какой-нибудь бурят приедет и скажет, я тут всю жизнь жил, все, это моя земля. Ну, это же смешно будет. Так же это и выглядит в Бурятии, когда какой-нибудь Иван говорит, вот я здесь, это мои земли исторические. Ну, конечно, это смешно просто. Никто же так в Улан-Батор не приезжают же русские и не говорят, что вот это исторические мои земли. С чего решили, что в Улан-Удэ это может прокатить? Это тоже не прокатит. То, что когда-то по распределению в конце 80-х основная масса и приехала в Бурятию, это и живут там несколько десятилетий, это же ничего не значит на самом деле в историческом каком-то процессе. И прекрасно знаю свою родословную, я не живу в Бурятии, живу в другом сибирском городе. Но в сибирский, другой сибирский город вы тоже попали не... Ну, это не ваши исторические земли, короче. Там другие народы были, которые, к сожалению, сейчас либо их нет, либо они полностью ассимилировались, либо они там, ну, как спились, типа такого, к сожалению. Это нам еще повезло, что все-таки буряты сильный народ, и такой натиск выдержали, смогли, до сих пор остались. Ну, наша цель-то сейчас поскорее в себя прийти, осознать свою идентичность и начать восстанавливаться, развиваться.
ну и обрести независимость. Ну, потому что та же Монголия, Казахстан, да, с Монголии с 600 тысяч, да, получается, выросли до 3,5 миллионов сейчас за 100 лет всего лишь, да, ну, чуть больше 100 лет, ну, чуть-чуть совсем. То есть мы за 100 лет тоже можем вырасти с 400 тысяч, да, ну, до тех же 3 миллионов, может даже больше. Поэтому нам только надо, чтобы мы свободно, спокойно жили в своей независимой стране, без войн, без потрясений, без вот этого русского мира, короче. Нормально, чтобы развивались. Оккупации Бурятии придет конец. Ну да. Иркутск тоже бурятская земля. Ну, естественно. Да уж если так брать, там до Красноярска все наше. Если не дальше. Зуртан-то в этом плане на самом деле прав, но, как сказать, просто нереалистичное его заявление там от Амура до Енисея, или как он там. Вся Сибирь это не русская земля, и слово Сибирь тоже не русское. Ну да, конечно, это просто не знают из-за недостатка истории, знания истории. Кстати, я узнал, что, оказывается, Ломоносов ни хрена не был простым каким-то русским мужиком. Это, оказывается, внебрачный сын Петра был. Поэтому его потом подтянули. Так что никакой вот этой вот, оказывается, истории не было. Какого? С вот этим вот каким-то чудом там. Такие дела. Ничего смешного, Россия общая для всех бурятов. В Москве никто не обижает. Ну, это бред, конечно, это вот бред сивой кобылы. Сколько убили по национальному признаку бурят, не только бурят, вообще много не русских. Это очень шовинистический город, очень националистический. Ну, любой русский город, по большому счету. Это просто, если ты не сам, как говорится, не русский, тебе этого просто не понять, что испытывают нерусские люди. Так что вот меня вот это вообще, конечно, всегда смешит, когда русские люди пишут, что вот никакого шовинизма нет, это вообще такой бред вообще полный. Это, как сказать, ну это просто смешно даже слушать. Сколько случаев, да, я могу всю эту подборку найти, сколько скинхеды убили людей нерусских, и бурятов в том числе. Еще, может быть, скажете, будете отрицать, что скинхедов не было и нет сейчас. Конечно, они есть и были. И это все не на пустом месте родилось. Ну, это очевидно же, что из истории даже, если уж с немцами были заодно, и идеологии примерно одинаковые, строй одинаковый. Даже когда вот эти вот концлагеря-то, один поляк рассказывал, немцы ушли с этих концлагерей, пришли советы, и эти концлагеря дальше работали. Только там уже хозяева были советы, русские там были уже хозяева. Так что вы просто вообще глобально свою историю просто не знаете вообще. Не знаете, что происходило, что творили. Россия. Вот именно буряты живут в постоянном сопротивлении, выживают вопреки. Ну, надо это вот теперь немножко идеологию поменять. Ну, я думаю, в принципе, на тенгрианстве можно было бы. На тенгрианстве и на... Вот предлагают еще люди на Есе Чингисхана. Ну, можно ее немножко подредактировать и действительно изменить. То есть это Сергей Миллер
Не смеши, бурятов постоянно ущемляют в Москве. Да. России мешает размножаться и типа смеющиеся смайлики. Не дают возможности. Постоянно отправляют в первую очередь всех нерусских на войны свои, что в Афганистан, что в Чечню, что в Сирию. В первую очередь они всех нерусских туда бросают, в пекло войны, чтобы как можно больше мужиков умирало. Потому что стратегически у них все-таки план какой? Все земли оккупированные освободить от коренного населения и чтобы как бы, ну и по возможности ассимилировать, сделать манкуртами. А наша главная задача это наоборот, свой народ сохранить мне не нравится, но отстоять, короче, отстоять свое право на независимость и развиваться. Ну, потому что это же смешно. Какой народ счастлив вообще в оккупации? Почему русские не захотели под немцами жить? Что могли бы сдаться, да и прекрасно жили бы сейчас, на немецких машинах бы ездили. Ну, не хотят же, не хотели же. Почему мы должны в оккупации жить? Что вот? Ну, конечно, как сказать, с одной стороны, не сравнить немецкую оккупацию и русскую. Что у русских там «Жигули», да, что у немцев «Мерседесы». Но даже при таких условиях все-таки ни один народ не хочет, каждый народ хочет жить независимо. Поэтому лучше как бы самим самостоятельно, не то что лучше, это шанс на выживание. Хотя, возможно, немцы, они не стали бы даже такую политику проводить, как Россия, геноцидом заниматься. Татьяна Анатольевна, почему не поймете, неужели нет вообще извилин? Дайте всем нормально жить и сами живите нормально. Вас зомбировали для мяса, неужели не поймете? Да в том-то и дело, что не понимают. Это, видите, какая-то странная картина мира, в которой все виноваты, а то зло, что творят сами русские, они этого не видят. Ну вот я же говорил, посмотрите в Инстаграме в этот Ёшкин Кроти, или у этой, как ее зовут-то? Пришел, короче, вагнеровец на интервью и начал там эту пургу нести про то, что, ну, типа, да, я понимаю, что во всем мире нас считают террористами, но мы, типа, вот, не оккупанты, типа, мы свои интересы отставим. Ну, то есть это вот, знаете, что-то, какая-то шизофрения целого народа, короче. С уважением отношусь ко всем народам. У меня есть друзья татары, казахи, азербайджанцы, грузины. Почему здесь в чате я вижу ненависть ко мне, потому что я русская? Да нету ненависти к вам по национальному признаку. Просто всем смешно, что вы пишете, что вы как будто бы там прадеды ваши якобы там жили. Конечно, нет. Это просто вот это все просто смешно. Все же знают историю настоящую. А так то, что вы русская. Просто вы не можете признать, что вы прибыли с другой земли, с русской земли, пришли в чужую землю. И там вот якобы в чужой земле хотите, как сказать, что это ваша как будто исконная земля, когда этого не было и быть не могло. Это все, это же просто смешно. Я говорю, вы еще в Улан-Батор приедете, или в Японию вообще приедете и говорите, вот наша историческая земля, здесь вот русские тут все обосновали, да, там. Почему вот так вот в голову-то не приходит? Вот такие простые элементарные вещи. Просто самим даже понять, что где Сибирь и где русская земля. Ну просто вот даже Татарстан это что, русская земля, что ли? Ну, в смысле, не даже Татарстан, вообще имеется в виду Татарстан. Это татарская земля, понятное дело, это их исконные земли. Вот они там живут. Вот как бы. А все, что дальше, это вот ни хрена никакая не русская земля на самом-то деле. Это все оккупированные территории. Просто за счет того, что такая масса
И удалось захватить. И остальные народы уменьшить, да, так скажем. Ну, как уничтожить, по сути. Ну, если вещи своими именами называть, без вот этих вот, знаете, прикрас каких-то. Вот, осваивали они Сибирь. Какое осваивали? Убивали там, геноцидили, уничтожали все народы, которые встречались на своем пути. А потом завозили свое население. Ну, просто надо вот смотреть правде в глаза, как было. Вот сейчас что с Украиной творится-то? То же самое же творится. Уничтожают под ноль города, заселяют русскими. И все. Что это такое-то? Геноцид чистой воды. Еще детей куда-то увозят. За что Путина в этот объявили-то? Международный розыск. Именно из-за детей же. То, что куда-то детей увезли. Она живут в Иркутске и даже не знает, что это от бурятского топонима Ирху. Я с казахом год в одной квартире прожил, братишка мой, в любое время дня и ночи позвоню и приеду в гости в Казахстан, а ты нацист, говорит. Ну и что вы приедете в Казахстан и будете там заявлять, что Казахстан это русская земля? Нет же. То есть в Бурятию тоже будете приезжать в гости. Никто же не говорит, что там все, въезд будет закрыт. Но заявлять, что Бурятия это бурятская земля, это типа русская земля, но это же бред. Я только что про это говорил. Никто же не едет, я говорю, в Японию, допустим, там, или в Мексику, да. Вы же не приедете и не будете говорить, это исконная русская земля. Ну попробуйте сейчас нам приехать и на видео записать, что вот сколько их уже уехало-то на зону или оштрафованы вот этих русских, которые там Путина ждут в Казахстане, этих сепаратистов этих. На самом деле Оренбург же это тоже казахская земля. Там у казахов тоже много земли отжато, если уж так взять. Дед был в плену 3 года, пришли русские и убили. Ну, там на самом деле как было-то в войну. Из одного плена действительно в другой попадали. Из одних лагерей в другие. Из немецкого в советский. Да, скины это эхо всего мира, плохие люди есть во всех нациях. Скины бы не появлялись, если бы приезжие не насиловали и наркоту не везли. Ну, во-первых, это надо доказать, что именно это приезжие. И потом, ну, само по себе, если верить пропаганде, да, то вот боролись с фашизмом. А как так получилось, что вот эта молодежь, они восхваляют Гитлера. Я даже вот помню подросткам в Иркутске у нас скинхеды. Ну, их, видимо, не высадили с поезда. Они должны были в Улан-Удэ приехать. Ну, хотели бурятов побить. Поэтому мы там все собирались, эти иркутские скинхеды, в день рождения Гитлера. Ну, то есть, это же, получается, годки мои. Они до сих пор, значит, эту идеологию разделяют. Да и молодежи много сейчас. Вот не надо это, знаете, оправдывать появление этих фашистов современных. Это в первую очередь именно нацистская идеология, фашистская. Тем более этот, как он, Мельчаков, он же сам же заявляет, что он нацист, фашист. Посмотрите его интервью, который сейчас воюет за русский мир. Миллер не ной, надоел. Сам он немец, кстати. Сначала разберитесь с оголтелым русским расизмом. Десятки лет визжите России только для русских. Не нравятся азиаты, вы скоребываетесь на исторические.
Народ РФ зомбирован телевизором. Да, можно сказать, он все-таки на благодатную почву ложится. Смотрите, война в Украине началась, но народ-то поддерживает, по большому счету. Это глубинный русский народ. Это самое печальное. Они же не восстают, они не идут, не сносят свою власть. Им все нравится. Это вот печально, грустно. До этого уже как называли? Вот братский народ, туда-сюда. А сейчас города этого братского народа просто с лица земли стирают. Это что такое вообще? Просто под ноль. Убивают и женщин, и детей. И этот театр-то в этом Мариуполе разбомбили. Хотя там дети было написано. Это что такое вообще? По гражданским объектам бьют. Еще радуются, что это инфраструктурные эти объекты разрушают, электричество и так далее. И типа это, вот пускай мерзнут, сидят. Ну что это вообще такое? Как это вообще относиться к этому? Это же хуже фашистов на самом-то деле. Вообще ужас какой-то. Россия проводит давление на национальные языки коренных народов, также уничтожила автономию. С 18 года официальный закон даже есть о том, чтобы все нерусские языки не изучались в школе. Теперь это все типа факультативы. Исторически вы бедные народы и сами не развиваетесь. Да ни хрена не бедные народы. Буреты не были бедными. Это просто вот после оккупации. Ну, просто вы не хотите изучать, знать свою историю. Что сделать с этой пропагандой? Японцы великоусским дали на клык 1900-х годов в войне. Это война, русско-японская война-то. Ну да, там, кстати, японцы действительно тоже же было отношение. Вот сейчас мы этих япошек типа завоюем и так далее. Но не получилось, как говорится, не срослось. Они просто издеваются, наживаются на оккупированной территории, а всем в учебниках СМИ говорят, у нас многонациональная страна. Конечно, так и есть на самом-то деле. Можно бесконечно жаловаться, без реальных поступков ничего не изменится. Ну и согласен, ну как реальные поступки сейчас именно в области смены парадигмы мышления должны происходить у бурятского народа. Для чего, в общем-то, я этот блог тоже веду. Хотя он, конечно, мне никакого дохода там, еще чего-то не приносит. Но, тем не менее, надо какую-то все-таки вести информационную работу, борьбу. И чтобы люди просыпались, чтобы люди осознавали, чтобы люди, получается, ну, разные точки зрения слушали и свое мнение. Главное это вообще, чтобы у людей наконец-то начали мозги работать, чтобы наши буряты и все коренные народы, другие, кто смотрит, выстраивали собственную линию поведения, мышления и, ну, как сказать, прислушивались к разным блогерам и свое мнение какое-то формировали. То есть необходимо вообще... Все равно необходимо, чтобы каждый народ знал свою историческую правду. Вот сейчас, как сказать, вот попробуйте корейцам навязать, да, что японской оккупации не было. Вот провести опрос, да, среди корейцев на улице. Как вы будете к этому относиться, если в школах начнут запрещать? Ну, конечно, это не получится, потому что Корея уже независимая страна. И это, ну, даже вот если взять Россию, да,
Допустим, будут говорить, что здесь, видите, такой тоже тяжелый момент, потому что вообще-то на самом деле действительно они вместе развязали эту войну. Так что здесь недалеко как бы от правды. Здесь даже сложно как-то. Когда вот так кто-то в открытую нападал на Рашку-то, даже непонятно. Но Вторая мировая это действительно началась из-за союза вот этих вот двух стран, СССР и Германии. Ну, хотя бы даже вот эту вот историю, если начать раскрывать, сколько будет этих недовольных-то правдой. Блин. Про совок, этот лживый совок и Россию, которая вся на лжи построена, даже сложно что-то. Видите, у них так много лживых историй, что тут даже сложно сказать, где их не обманули. Это вот реально сложно. Ну, если, допустим, перевернуть так, что типа вот совок первый напал на Германию, типа такого, тоже же будут возмущаться. Я имел в виду это. А так, даже вот раскрывать правду про саму историю России, это для многих, видимо, непосильно будет. Не смогут никак принять. Столько лет жили в пропаганде, и сейчас вот это все обрушивается, да, с разных источников, что это, я думаю, даже тяжело очень слушать настоящую правду. И все начинает. Вот Сорос там заплатил, еще кто-то заплатил. Этот Сорос, я не знаю, такой ходит, да, там, как это в клипах показывают, да, бабками так сорит, да, или с такого пистолета, как доллары вылетают, так, стреляет, да. Эти дураки даже не понимают, как вообще, как сказать, на каких условиях вообще гранты даются. Ну, это, конечно, только у дураков в сознании, знаете, вот это вот представление, что, ну, знаете, вот такая дурацкая картина, как будто ты, знаете, вот подходишь куда-то к американскому посольству, да, и там выходит якобы такой представитель Сороса, да, и разговаривает с тобой на русском, ну или на твоем языке, короче, на котором ты говоришь, и такой говорит: вот, все, будешь делать пропаганду, мы тебе будем огромные бабки платить, да. Ну, если честно, это, знаете, это же вражки только так действуют, на самом-то деле. Вот они приглашают всех этих подставных украинцев к себе на эфиры, подставных американцев, которые там деньги платят. Ну и это же для дураков работает вот это вот, типа Сорос там или еще что-то. Что это все так легко, да, там. Ну, конечно, это вообще... Во-первых, это все, если уж брать какие-то фонды и так далее, все это открыто. Все правила, все прописано. Никто там не будет писать, чтобы ты там занимался какой-то агитацией. Там будет что? Понятно, что это будет тоже проверяться информация, на которой ты работаешь. Там конкурс существует. Все это не так быстро делается. Ну, то есть это просто для наивных вот этих вот люмпинов, да, которые смотрят телевизор, и вот они верят, что вот там сидит какой-то Сорос, который только и мечтает, да, чтобы какую-то антипропаганду вести там. Это просто смешно, если честно. Что вот, ну, настолько вот, понимаете, люмпинизированное население, что в 21 веке они вот, когда все открыто, все источники, все открыто, они до сих пор верят, что вот, ну, вот какими-то такими деревянными методами, способами все это делается. Это действительно, это вот только вот в России такие люмпины, я думаю, остались. Во всем мире, наверное, уже таких люмпинов нету. Только вот в России такие отсталые люмпины, которые во все это верят.
Немцы, выжившие после высылки с Поволжья, рассказывают, что все немцы, отправленные в Сибирь, были убиты, а выжили только в Казахстане. Я вообще не понимаю, как калмыки выжили, как чеченцы выжили. Потому что тоже депортация же была. Что немцев, что чеченцев, что калмыков обвинили в том, что они якобы там с фашистами воевали. Что, ну, короче, придумали бред этот. Нет, Казахстан это другое государство, а Бурятия это республика России. Ну, если вы не знаете, настолько необразованный человек, что когда-то Казахстан тоже была союзной республикой. Но они обрели независимость в 90-х годах. Также и мы обретем независимость, придет время. Отделитесь вы, что готовы воевать, точно придется воевать готовы. Ну, если уж до того дойдет, то да, почему нет. Но я надеюсь, что мы все вместе будем воевать. Ну, каждый за свою республику. Все, чем так гордится Россия, газ, нефть, уголь, алмазы, все добывается из нерусских регионов. В том-то и дело. Под Москвой недра нищие, ничего нет. В том-то и дело, я говорю, что придется начать работать, понимаете? Не просто сидеть на нефтяной ренте, а уже начать головой думать своей. Как, ну вот как японцы, корейцы, почему так хорошо живут? Потому что головой думают, у них ни хрена нету, чтобы вот сидеть, продавать и ничего не делать, да? И мечтать там, да, до 33 лет на печке сидеть. Такого нету у них. Просто видите, чем еще отличается на самом деле развитые страны от вот этих стран третьего мира. Понимаете, в таких странах люди действительно работают, потому что рашки во многих местах, особенно в бюджетных организациях, люди просто приходят и высиживают свои часы и по большому счету ничего не делают. То есть они нужны просто как балласт какой-то. А по большому счету они государству и не нужны. И поэтому там все такое отсталое. И медицина, и образование, и все. То есть они и не пытаются сделать ее конкурентоспособной. А зачем правительству этому? Зачем население вообще? Те же самые русские им зачем нужны-то? Почему их не жалко им? Почему там такое вымирание идет в России, и им вообще пофигу все? Есть же нефть, им хватит вот этому классу, да, там Путину и вам всем егошним этим шестеркам. Зачем им нужен русский народ? Им вообще не нужен. Нефть есть и ладно. Но сейчас вот проблемы начались. Поэтому сейчас народ они начинают кошмарить потихоньку. Налоги вводить и так далее. А так-то он как бы... Если бы они войну не начинали, он бы 300 лет нахер не нужен был бы этот народ. Что русский, что не русский. Не русский так подавно. Так что здесь, когда русские что-то еще там за русскую власть пытаются оправдывать, это вообще смешно. Я не против, но воевать придется точно. Вы не догоняете вообще, у вас розовые очки, единороги. Ну, я про это всегда говорю, что лучше как в 90-е годы дождаться, пока, ну как, это же уже очевидно, что с экономическими проблемами столкнуться. Ну, потому что страна, это Россия, это же бензоколонка обычная, на самом деле. То есть никаких других доходов нету. И ей надо будет все равно как-то переориентироваться. То есть начать народ душить, начать что-то придумывать, откуда-то деньги добывать. Ну, а эти проблемы в России исторически никто никогда не решал. Всем всегда было насрать на народ. Что они... Ну, какую-то войну еще, наверное, за это затеят, чтобы все это как бы свести на нет. Либо репрессии устроят еще жестче, чтобы, ну, по карточкам, по талонам жили, но не бунтовали,
не, не бухтели. Ну вот как вот там 1984 сделают, будете сидеть, молчать, и все. И этот, на минутку гнева ходить там орать. Ой, блин, телек. Читайте 1984, пока он еще есть. Русизм это хуже фашизма, так говорил Дудаев, действительно был мудрым правителем. Самое это печальное, что это русский народ, то он тоже страдает. Но не понимает, что страдает из-за вот этого вот. Ладно, короче, давайте сейчас небольшое отступление сделаю. Есть такой разбор фильма «Паразиты», да, южнокорейский, про то, что в корейском обществе между богатыми и, ну, скажем, необеспеченными людьми есть невидимая линия, и весь фильм как бы отражает реалии корейского общества, да. Ну, я не живу в корейском обществе, я как вигук, получается, иностранец, я их язык не понимаю, я в их культуре не живу, но действительно, как сказать, есть между ними, как сказать, даже не невидимое, а прямо вот, ну, как в Японии, наверное, как и в любом азиатском обществе, ну, такое правило, негласный, наверное, даже, да, а может и гласный, что начальник это твой как бы типа господин там, да, и так далее, то есть как он скажет, так и должно быть, и так далее. Ну и вот это вот фильм «Паразиты», он как раз про это. Ну, если помните сюжет, наверное, не стоит, да, все рассказывать, что это вот семья небогатых людей поселилась в доме богачей, и как бы попытались они полностью даже захватить этот дом, но потом в итоге всех их, получается, выселили, да. Ну и непонятно даже на самом деле, кто там паразиты, то ли эти богачи, то ли эти. Ну и весь фильм это, короче, отражение типа корейского общества. Ну, я, видите, в такие прям подробности не вникаю, потому что я говорю, это надо родиться в Корее, чтобы все это знать с детства, как все у них устроено. Поэтому мне об этом все сложно судить. Но, смотрите, в любом обществе есть все равно свои какие-то тормозы, да. В русском обществе это тоже, несомненно, есть. Но посмотрите даже, вот русские же режиссеры тоже пытаются об этом говорить, рассказывать. Того же этого Быкова, да, когда он фильм там снимает «Дурак», допустим, да, про то, что фильм о чем? Вот чувак замечает, что трещины в доме пошли. Он ходит, всем рассказывает, но всем наплевать, все его как бы ругают, хейтят, и в итоге еще в конце его избили, когда дом-то развалился, а он пытался просто рассказать. То есть, видите, здесь та же самая история. Ну, как бы к нему кто ни относился, ну, для самого русского народа, вот Навальный, он, как бы сказать, по большому счету, ну, наверное, положительную бы роль сыграл. Хотя, конечно, он тоже имперец, тоже не до конца, в общем-то. Таких, наверное, у русского народа все-таки нет. Ну, хотя вот Савромат высказывает в основном такие идеи о том, что нужен распад, что нужно по-другому все это, по-другому должна существовать эта Россия, что несколько должно быть русских республик. Ну и чем кончилась-то эта история с Навальным? Просто его в тюрьме убили, да и все. Вот и все как бы. Как там говорится, нет пророка в своем отечестве, да. То есть русский-то народ тоже на самом деле страдает. И нужны такие люди, которые бы говорили о том, что проблемы, что, ну, как вот этот фильм «Паразиты», да, что вот надо меняться, что русский народ не видит то зло, что творит, не хочет меняться, потому что ему тоже во благо, они же тоже вымирают на самом-то деле. Не только все не русские умирают, русский народ тоже вымирает, еще даже быстрее. Но вместо этого, видите,
какая-то там, я не знаю, какой-то механизм стоит, защитная реакция какая-то, вместо того, чтобы эту критику, не то чтобы критику, отражение реальности начинать воспринимать, размышлять об этом, все начинается какой-то бред, то, что вот это все Запад виноват, это то, что Сорос там. Ну, не хотят ни Быкова слушать, никого, ни того же этого Звягинцева. Левиафан фильм посмотрите. Ну, что? Вот описал просто вот реальность жизни. Но что, как-то он подействовал на массы, что ли? Да нет. А вот все слушают, что вот американцы виноваты, Байден все подъезды обоссал, Обама все там виноват. Там еще мем же есть, где этот Байден подписывает какие-то законы, которые там... Ой, что у меня? Эфир почему-то прерывается. Буряты, пока вы, если не можете силой взять суверенитет, будьте хотя бы гордыми, не позволяйте русским вас ущемлять, пресекайте любые ситуации дискриминации, вы хозяева. Ну да. Верно, 2 голодомора провели у казахов, 70% так убили, и украинцы прошли геноцид голодомором, 50% населения умерло, а в это время русские на 16 миллионов населения увеличили. Ну, нам надо, по идее, не между народами какую-то... В какой-то степени русский народ тоже пострадал. Ну, просто они, как сказать, свою ведущую роль в этом геноциде не осознают, к сожалению. Ну, потому что они и сами себя тоже геноцидили. Осудить, по идее, надо бы, конечно, и режим, и все это. Ну, короче, это нужна большая работа, нужны какие-то дискуссии между разными народами, и нужно в первую очередь, чтобы вот эти вот... Даже в программе Сергея Медведева, да, который человек очень лояльный, но все равно даже там видно, что приглашенные русские эксперты и чеченские по-разному совершенно оценивают те события. И, ну, понимаете, вот если ты это не пережил, тебе не понять. Вот он, допустим, говорит, я был студентом в 1982 году, вот этот чеченский активист, нас выгнали из автобуса за то, что мы говорили на чеченском языке. То есть, ну, ни один русский этого не мог пережить. То есть то, что он будет говорить на русском, и его откуда-то из автобуса выгонят там, да. То есть такого же не было и не могло быть. И это совершенно по-разному ощущается. То есть человек, который не прожил это, дискриминацию эту, да, национализм, нацизм, он этого не может понять, как это происходит, как это бывает. Ну и тем более, если тебя там какие-то скинхеды поймали и избивают, да, то этого точно невозможно понять. Поэтому все-таки между вот этими вот людьми, даже в, как сказать, теми же хорошими русскими, да, все равно стена еще огромная стоит, которые никак не могут понять, что такое быть нерусским в этой империи зла. И тем более, конечно, как любой нормальный здравый человек, любой, ну, адекватный, конечно, не агент влияния, активист будет стремиться к тому, чтобы его народ, родина были свободны и независимы, и не уничтожались, короче. Но как вот это вот донести, эту точку зрения, это же, видите, когда пытаешься говорить об этом, вот сразу как закрываются, даже эксперты не могут это все слушать. Видно, что у них лица такие другие становятся. Даже сам этот Сергей Медведев, который много об этом говорит, но я вижу, по лицу же видно, что, ну, неприятна ему эта тема. Что вот, как сказать, то ли стыдно за свой народ, то ли что еще. То есть такие истории, они почему-то болезненно принимают, что вот людей, оказывается, так дискриминировали при Советском Союзе, да и позже. Даже у фильма этого, какого, «Брат», это же явно националистический фильм, где там «Не брат ты мне, да, гниды».
Ну, дальше понятно. А что это? Зачем вообще такое надо было? И вообще этот фильм, честно говоря, это пропаганда фашизма, если уж так взять. Человек пришел с войны, и он и не пытался меняться. Он изначально выбрал путь этот войны. Если так взять, изначально он мог бы пойти, как ему предлагали, работать в милицию, не ехать к брату, не соглашаться на этот контракт. То есть у него много было вариантов, когда он мог не поступать так, как сказать, ну, выбрать другой путь. Но нет, он самостоятельно принял решение, по большому счету, стать киллером, этот брат. Ну, а вторая часть это вообще уже за уши все притянуто, если честно. То есть, ну, там уже как бы полностью говорит о его такой природе киллера. То есть он с какого хера он вообще поехал чужие деньги догонять в Америку? Что это вообще такое было? Зачем ему надо было в Америку ехать? В конце концов, он мог бы, ну, как нормальный гражданин, пойти в полицию, написать заявление и так далее. Ну, то есть там полиция бы разобралась. А он зачем-то вот начал там по-своему все решать. Деньги какие-то из американцев выбивать. Хотя это вообще не его дело, никто его это не просил делать. То есть он свой суд какой-то установил, в котором самый судья и исполнитель. И вот такие фильмы, они тоже формируют же, получается, какое-то мировоззрение. Ну, я имею в виду, что между русским населением, по крайней мере, в Бурятии, да и вообще бы хорошо было бы, нужно все равно диалог проводить между бурятами и русскими, чтобы, во-первых, донести настоящую историю и до самих бурят, и до русских, что как было-то на самом деле, что это никакое там не освоение мирное было, это была оккупация, уничтожение, геноцид. И потом это как-то все надо сделать так, чтобы это как-то ну, решалось за столом переговоров, о том, что вот есть там, как сказать, некие вещи, которые неприемлемы просто в Бурятии. Ну, это длительный процесс, который начался на самом деле уже. И старт в активной фазе, он, конечно, был всегда в таком, можно сказать, вялотекущем. Ну, как вялотекущий? Памятники оккупантам-то они до сих пор не поставили, по сути. То есть он есть, но на частной охраняемой территории. То есть все-таки буряты не дают поставить памятник оккупантам, этим первопроходцам якобы, косакам. Так что это все равно, вопрос все равно это очень острый и не снимется так быстро. Ну а с началом войны это все, конечно, усугубилось, усилилось, и от этого теперь так быстро, ну я считаю уже все, как сказать, этот пройден рубеж, Рубикон. Гитлер понял, что СССР это колосс на глиняных ногах после войны с Финляндией, поэтому и напал на СССР. Советский Союз сдох бы, если бы не помощь США и Великобритании. Ну да, абсолютно верно. Если Россия исчезнет с карты мира, то ничего не изменится. Если исчезнет США, то все человечество вернется в 16 век. Ну, к сожалению, они в последнее время как-то утратили свою миссию, что ли, Америки по, как сказать, ну, как-то они хотят, короче, отгородиться, в своем мире жить. Это печально. Нам, малым народам, надо всем объединяться. Ну, мы не малые, мы коренные народы. Малые – это вот как раз-таки нарратив именно имперцев.
Что за Браун-то? Ну, сейчас найду его, заблокирую. Что-то он там, говорит, кукарекает. Да по-любому коснется, многие будут воевать за свои республики. Ну, конечно, было бы здорово, если бы это все как в 90-е годы, но без реванша. Видите, совок-то он вроде как относительно мирно развалился, но тем не менее, видите, война в Украине-то это отложенная война, на самом деле, за сохранение империи. Они же сколько лет накачивали Украину всякими этими шпионами, агентами. Ну, по сути, это, во-первых, это провал именно Путина со своими спецслужбами. ФСБ они не выполнили ту задачу, которую им поставлена была. Они же должны были там все это, как бы сказать, провести, чтобы их встречали с цветами и так далее. То есть, ну, как за 3 дня реально хотели взять. Но все оказалось, что это все сказки. Сказки Венского леса. Столько денег, они их просто украли. Так что, с одной стороны, это хорошо, что все эти спецслужбы настолько коррумпированы. Путин думал, что если он настолько коррумпирует всю страну, что это, как сказать, она будет ему полностью подвластна, но видите, у коррупции-то есть и другая сторона. Конечно, все это будет тебе подвластно, но понимаете, она же все это фейковое становится, то есть все это не рабочее. То есть вот как со всякими там телефонами даже, да, где они сейчас? Как же был там фон-то какой-то, ну, типа российский, хотя на самом деле, понятно, китайский. То есть все в Китае куплено было, только вот наклейка типа на русском языке. Да и то, по-моему, не на русском. Йотафон был такой. Где он сейчас? Не видно его, не слышно. Ну, то есть это очередной фейк был. То есть он, видимо, думал, что можно коррупционировать, но тем не менее все как-то будет работать. Но в итоге, видите, ни армии, ни спецслужбы, вообще ничего не работает, потому что все погрязло в коррупции и в невежестве. Мишка коричневый, никто вас не знает хорошо, как сами россияне под колониальным игом, а также постсоветские страны, поэтому только украинцы и страны Балтии хотят довести это до Запада. Ну да, на самом деле да. Плохо, что западные страны, Западная Европа, они к Восточной Европе не прислушиваются, к странам Балтии как бы не понимают, но все равно, между тем, все-таки Европа милитаризируется потихоньку, бюджет как бы нарастает. Там у Липсица в телеграм-канале там появляется вся эта информация. Я вот единственное не понимаю, в чем он боится, что на него уголовное дело заводят, зачем-то удалил видео со своего канала. Это очень плохо, потому что лишний раз так дергаться там не надо. Ну что теперь сделаешь? Все, ты уже известный человек стал. Я про Липсица говорю. Что бояться уголовного дела какого-то? Прожил интересную, в общем-то, жизнь, накопил много знаний и под конец жизни стал еще и, можно сказать, звездой интернета. Так что интересная жизнь, и не надо ему бояться лишний раз, Липсицу. Что сделаешь? Зато он стал действительно, занял, я думаю, ту роль, которую, может быть, и хотел всю жизнь. Это очень здорово, на самом деле. Хотя бы под старость лет стать, можно сказать, героем. Как действительно, молодец. 1984 это описание Рашки. Да. Кто вам сказал, что, например, мы на Урале не уважаем коренных, просто мы можем эти земли содержать, коренные нет. Это же абсолютное вранье. То есть, что делается?
со всеми коренными народами. Их уничтожают, спаивают. Ну, это просто, знаете, даже комментировать вот это вот лицемерие, это, конечно, вы знаете, все прекрасно знает, я думаю, основная масса русских, что они уничтожают коренные народы. Просто понимаете, вот такого сильного щелчка, наверное, по носу не было давно. Как они происходят, но почему-то отрезвления нет. Но что две попытки, получается, были для этого народа, но как-то не поняли до сих пор. Ну, я думаю, еще будет. И, вероятно, в ближайшем будущем новый распад. Но сейчас уже я, с одной стороны, даже рад, что все-таки мы увидели вот это вот настоящее лицо России, русского мира в этой войне. То, что они, ну, по большому счету, все равно, как ни крути, это братский народ, украинцы. Ну, вот свой братский народ вот таким образом уничтожает, варварским. Конечно, это вообще... Я не мог представить, что это начнется. И что вот так вот будет, что это Буча будет, Ирпень, и вот это, конечно, ужас. То, что... Я не мог представить. Конечно, вот сразу для меня все это рухнуло, вся эта... То, что создавалось этой пропагандой, что вот там народ-освободитель, все такое. И потом, конечно, начал узнавать настоящую историю про то, как с немцами дружили. Ну и тогда совсем у меня, конечно, все эти иллюзии растаяли. Я тогда понял, как на самом деле все устроено. Ну и еще тут начал нашу историю узнавать. Ну, конечно, это полное разочарование вообще. Оказывается, ты всю жизнь жил в выдуманном мире, как этот. Был же фильм-то про этого. Джим Керри снимался, когда он там всю жизнь жил. Все это обман был, там целое шоу было. Шоу Трумана, вот вспомнил. Вот я тоже так же себя почувствовал. Ну, только единственное, что меня не снимали, а так то, что тебе полностью всю историю тут придумали твоего народа, что якобы мы там добровольно вступили, а я еще верил. Вот. Ну, просто это особо еще и не обсуждалось, и не обсуждается до сих пор, к сожалению. Мне жаль тех бурятов, которые живут в Бурятии и даже не подозревают о своей настоящей истории, ничего не знают. Конечно, для них тоже, наверное, будет шоком, когда они узнают, как было по-настоящему. Зены худут. Наверное, я буду заканчивать уже больше 2 часов, кто будет записи смотреть. Зены худут Байырла. Завтра я тоже выхожу в стрим. Наверное, мы будем с Игорем выходить, украинцем из Монголии. Послезавтра, в воскресенье, мы будем карту Монгола обсуждать. Так что готовьте, задавайте свои вопросы. Зены худут Байырла. Подписка хыкты, комментарий бышыкты, лайки тавикты. Зены худут Тахин улзытра Байырты.